Салам алейкум, добрый вечер, приветствуем всех. Это я, мобильный репортер ЧГТРК Дон, Грозный Рамзан Кадыров Дон. Вот. Последние дни Дон, мы получаем информацию, но нет конкретных объяснений Дон. Ну хорошо, хвала Всевышнему, что сегодня Дон Министерство обороны разъяснило ситуацию, Дон, из-за чего они Дон ушли из таких городов Изюм, Купянск, Балаклея, я не знаю, что такие интересные города, да, он в Харьков, там, да, он, направление, да, он. Но это было вынуждено было, оказывается, из военной стратегии, чтобы сохранить там человеческие жертвы, да. Но это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Кадыров, официально я вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем зайдем до Одессы. И вы увидите конкретные результаты. Ну, я не стратег в том плане, в такого уровня, как Министерство обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду, когда говоришь даже в лицо, не нравится тем или иным людям, которые занимаются тем или иным вопросом проблемным или, не знаю, ну, в общем, так сказать, направлениях. Ну, я всегда люблю говорить правду, и я разговаривал, и мои представители разговаривали со всеми командующими, которые находятся лично на фронтах, лично, которые участвуют. И мы владеем полностью информацией, вот, как скажем, информации с мест происшествий. И если сегодня-завтра не будет сделано изменений по стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится на земле. Ситуация очень интересная, даже я сказал, ну, прям офигенная ситуация. То, что ушли оттуда, отдали там в несколько городов, сел, это тоже, в этом тоже есть свой плюс. Ну, так мы, ну, афишировали, заводили своих людей, вот, именно спецподразделений, именно под спецзадание. Они на месте, они заступили, и они уже начали свою работу. Вот, я попрошу военкоров, которые бывают на передовой, на передовых позициях, и нам рассказывают, показывают, они должны закрывать на мелочи глаза и проявить патриотизм. И я уверен, что мы с ними тоже встретимся, и более тщательно обговорим, что такое патриотизм. Патриот не должен обижаться, у патриота не должно быть там враги из-за того, что кто-то что-то не так сделал. Он патриот,
он должен объединить вокруг себя людей, и тех, кто обиженных, не обиженных, испугавших, слишком смелых, он должен вести, он должен поправлять людей. И поэтому мы сейчас не на работе, мы так скажем, стали на защиту безопасности своего государства. И я призываю добровольцев, которые приезжают к нам в республику, чтобы побольше приезжали. Мы больше будем создавать условия и больше будем направлять, где находятся наши спецназы Ахмат под руководством Алауддинова Абдиароновича, генерала-героя России. И вчера были прям хорошие, приятные приятные результаты. Были, и сегодня намечается. Мы идем наступательным образом. А то, что сдали города, это я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно что и какая стратегия выработана Министерством обороны Российской Федерации. Но я знаю одно, чтобы как бы не было, Россия победит, и эти натовские шайтаны, и западные, европейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов, просто из-за того, что мы там появились, у них уже ноги, руки дрожат. Поэтому я рад был сегодня поприветствовать и поздравить 3 батальона и полк спецназ имени Ахмата Хаджи Кадырова, которые в ближайшие дни будут на так скажем, рубежах границы защищать, обеспечивать безопасность, проводить специальные операции на территории Украины. Были, так скажем, плохие информации в соцсетях. Обидно, что официальные лица ни о чем не говорили, не заявляли, хотя это все видели, показывали. И почему это делается, почему отдается, если Россия захотела бы, то ни шагу не сделали бы назад. И почему это сделано, для чего, надо было, нужно было разъяснить. Для этого у них, я уже вижу, не были подготовлены люди. Мы всегда показываем, как мы стреляем, как мы забираем, как мы уничтожаем. И надо показать и другую сторону. То же самое, чтобы наши телеграм-каналы, наши все, которые ведут программы разные, показывали, брали информацию, если нет, с наших телеграммов, которые на передовой находятся на передовом рубеже и показывают, снимают, рассказывают нам все, что происходит там. Поэтому они герои, они патриоты, они настоящие защитники нашего Отечества. Пользуясь случаем, я всех военкоров, как я думаю, я правильно назвал их приглашаю к себе в гости, чтобы обсудить, чтобы разрешить ситуацию, чтобы они меня послушали, чтобы я их послушал. Я хочу даже наградить большинство из них за мужество, храбрость, проявленное при исполнении служебного долга, при выполнении поставленной задачи президентом проведения специальной операции на территории Украины. И я и сегодня говорил, сейчас говорю, мы все, так скажем, сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, спецслужб, союзными государствами должны делать все для того, чтобы
максимально, да, были потери, минимально были потери наших, максимально были потери врагов и беречь население, да. Поэтому я уверен, что у нас получится. И я вас уверяю, я вам даю слово, да, мы выиграли в Чеченской Республике у этих же, да, натовских, у этих американских западных спецслужб, да, борьбу, да, они выбрали, да, мусульманскую тематику, ислам. Под этой, да, тематикой они зашли, да, используя наш народ, сделали так, что мы начали друг друга убивать, да. И я вам, вы видите, я вам заверяю, что мы выиграли у всех институтов, да, борьбу, да, которая была направлена против России, для развала, так можно сказать, России, суверенного государства, да, через Чеченскую Республику. Им это не удалось. Им не удалось через Южную Осетию, да, им не удалось через Сирию и не удастся через Украину. Да. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, Россия, мощь. Кто не с нами, тот под нами. Да.